Дорогие друзья, мы запускаем новый телевизионный проект «Память о мастере». Наш весь телевизионный цикл будет посвящен художникам, которые внесли большой и значительный вклад в развитие и становление изобразительного искусства Абхазии. Работы многих из них хранились в Национальной картинной галерее. Многие работы утрачены, другие нуждаются в реставрации. Часть работ находится в частных коллекциях, музеях в Абхазии и за рубежом. Но так или иначе, это важная часть нашей истории. И мы считаем очень правильным еще раз вспомнить и рассказать о художниках и их замечательных произведениях. Свой первый выпуск мы посвящаем первой женщине-скульптору в Абхазии, первому председателю Абхазского отделения Союза художников и дочери первого абхазского дипломата Марине Эшпа. Это удивительная женщина, которая прошла очень большой, интересный творческий путь, прожила непростую, сложную и интересную жизнь. И в этом году исполняется 100 лет со дня рождения. И здесь, в Музее Банка Абхазии, открылась выставка, которая посвящена памяти скульптора. Ее имя занесено в списки достойных художников, скульпторов страны Советов. Это удивительные такие глаза, в которые, наверное, влюбиться невозможно. И вот это очарование, оно не просто внешнее, а вот эта глубина внутренняя, какая-то сила. Она активно участвовала в борьбе. Она в стороне никогда стояла. Она очень болела за все. 20 век подарил имена выдающихся деятелей культуры. Без имени Марины Эшпа невозможен обзор изобразительного искусства Абхазии второй половины 20 века. Она родилась в 1924 году в Лондоне в семье абхазского революционера, государственного деятеля, дипломата Ефрема Эшпа. Легенда чешуйевшего океана чдивает, лани лаби, она аваз Американ би Англия, она аваз амшина шахаба чдивает. В эти годы Ефрем Эшпа живет в Англии вместе со своей супругой Марией Щегровской. И, как вспоминает сама Марина Эшпа, это были самые лучшие годы, годы детства и юности, до 1936 года, когда отца арестовали и затем репрессировали. Долгие годы Марина Эшпа пыталась найти хотя бы какую-то весточку о нем, но информация была закрыта. Со своей будущей профессией она определилась не сразу. Марине Эшпа всегда легко удавалась учеба. Она принимает решение поступить в политехнический институт. Но затем, после нескольких лет учебы, в ее жизни происходит неожиданный поворот. Она решила выбрать творчество. Она поступает в Московский институт декоративно-прикладного искусства и попадает сразу в класс признанного мастера, профессора Екатерины Белашовой. В годы учебы Марина Ефремовна сразу зарекомендовала себя как интересный, талантливый скульптор. Годы учебы раскрыли ее творческий потенциал. После завершения учебы в институте ее приглашают работать в Московский союз художников, скульптором. Она работает там несколько лет, но мысли о родине не покидают ее. 60-е годы – это время расцвета и стремительного развития изобразительного искусства в Абхазии. Она нужна здесь, и она решила приехать в Сухум. Лараденай, а я ще запеваю Лараденай озвідувалась. Пші везде процентархан за акыртшырап. Ерубырта кыртшыгы, ай хара арай израп зебіз. Картын пиязрап. Урт рейзы қазашыға.
دررخم يبقشبه حقشرة يشزحن ويز حراحة نخزاز يابز دارا أتقلز على شبابس دارا درجي بتخمز دجيدر تخمز دي حرك أبسني أبسخل ور رزقنا زبشة قاقة تزوان لرمارينس جبرينس ويقناوش أجرتميلات كوي أي مارينا أياش زحنا لرا دحقج حسن أخم يفكاشل الدروان دازن زين الدر حركن Именно здесь, в старом районе города Сухум, расположена маленькая мастерская, в которой долгие годы трудилась Марина Эшба. Именно здесь она создает свои лучшие произведения искусства. И сегодня эта маленькая мастерская сохранила дух творчества, воспоминаний и атмосферу тех лет. Марина, когда приехала в Абхазию, уже навсегда, тогда правительство, вот в этом доме рядом, что стоит, и там квартиру дали. И вот здесь вот этот мастерскую и построили. И все время она в этой мастерской работала. Но мы можем сказать, что свои лучшие произведения Она здесь, в этой мастерской, она все это делала. Она поддерживает и до сих пор, да, вот я это чувствую. Да, люди уходят. Марина Эшба в камне, бронзе и глине запечатлила образы многих деятелей искусства, культуры, науки, общественной жизни. И это были одни из лучших ее работ. Она создает барельеф Ермоловой и Щепкина для драматического театра. Позже уже она создает один из лучших своих портретов композитора Мусоргского, который был представлен в советском павильоне на выставке, которая прошла в Брюсселе. Эта работа принесла ей успех, и ее признали как профессионального, подающего большие надежды скульптора. Потом, позже, уже в Абхазии она создает портреты своих современников. И всегда скульптору удавалось сохранить не только их внешнее сходство, но и богатый внутренний мир, отразить время, эпоху, ту атмосферу, в которой жили и работали Фазиль Искандер, Варвара Бубнова, Кули Кичпа, Джума Ахуба и Татьяна Гуля, и многие другие выдающиеся деятели культуры, науки, яркие представители общественной жизни. Она создает такую вот целую галерею личностей своей эпохи. В процессе, когда она работала, я старался не мешать, наблюдал за ней, как она увлеченна, утонченна. Даже я помню, вот она с натуры портреты лепила. Удивительно, она улавливала вот, внутреннее духовное состояние, кого она лепила. Не просто так внешнее сходство делать, а углубляться в глубину человека, понять и раскрыть образ, кого она лепит. Она великолепнейший портретист, психолог, импрессионист, можно сказать. Она, значит, ученица Белашова, ученица Анна Голубкина, Анна Голубкина ученица Родена.
А это французская школа с уклоном реализма, неореализма, в прекрасном смысле этого слова, реализма. Значит, вот с оттенками постимпрессионизма. Ну, не только я так считаю, но ее современники так считали. И многие независимые художники и исследователи так считают, что портрет Фазили Искандера, который был в его молодые годы, тогда, когда он только-только вставал на ноги как писатель, это шедевр. Ну и, наверное, из-за этого его семья решила увековечить его память и сделать надгробным памятником в Москве. Конечно, на какой-то момент я сопротивлялся, но теперь я понимаю, что тогда я ошибался. Почему? Потому что то, что у нас хранилось, она сгорела, она исчезла для искусства. Ну и хорошо, что была сделана копия бронзовая, и она находится в Москве. Я благодарен организаторам и исполнителям. Один из лучших портретов Марины Эшба она создает сама. Это документ времени. Мастер представила его как творческое кредо, где видна ее открытость, целеустремленность. И она совершенно не случайно выводит себя за рамки акта творчества. Здесь нет никаких атрибутов скульптора. Она не находится в состоянии такого творческой какой-то атмосферы. И действительно, наверное, это не случайно, потому что Марина Эшба всегда была больше, чем скульптор, больше, чем мастер. Это действительно уникальная и выдающаяся личность, которая всегда опережает свое время. С 1962 года Марина Эшба руководит Абхазским отделением Союза художников. Самая главная ее цель и мечта – сделать организацию максимально самостоятельной. Это годы расцвета абхазского искусства, когда формируется несколько поколений абхазских художников, которые работают в самых разных направлениях. Живописцы, скульпторы, графики. И в судьбе каждого из них Марина Ефремовна принимает самое неравнодушное участие. Вот представьте, когда лимиты отпустили после события, она со абитуриентами приехала в Тбилиси. Так, в то время, когда летом сдаются экзамены, там вообще духота, жара невозможная. И она вся в поту стояла, документы издавала, помогала, в очереди стояла. Когда что-то надо было, я уже был на 3-м или 4-м курсе, она говорит, пойдем со мной в Министерство культуры, там надо помочь этим. Она брала меня, с ней ходил туда, вот она везде пробивала, чтобы они смогли там беспроблемно. Уже в 1965 году в Москве пройдет большая выставка абхазских художников. Для нее это большая победа. Представить работы абхазских художников в другой стране, конечно, об этом можно было только мечтать. Ее можно было делегировать в любое ведомство в Москве, и она приносила пользу, приносила, так сказать, результат от своей поездки. В этом смысле она была многократный депутат Сухумского городского совета. Она избиралась депутатом Верховного Совета Абхазии. Она была членом всевозможных комиссий. Даже в последнее время, перед войной, когда мы избирали первый парламент, я был председателем ЦИК, она была председателем окружной комиссии, где в законе было записано, что решение окружной комиссии является окончательным. Были проблемы, она, как и все остальные, нервничала, переживала. Были у нас удачи, были неудачи, но все-таки мы сумели создать первый парламент Абхазии, который сыграл решающую роль в истории абхазского народа. Когда у нас начались проблемы с Грузией,
когда уже вот обострение пошло, она постоянно ходила в форум, когда что-то писать, или она активно участвовала в борьбе. Она в стороне никогда стояла. Она очень болела за все. За республику, за Абхазию, за культуру. И благодаря нее даже вот худфонде, да, вот очень много для развития худфонда она сделала. Марина, патриотизм, ашьҭахь ҳарак абри ҳаҳҿанаҳанаа Марина лпатриотизм ҳзеилымкааӡеит аҿарацәа раԥхьа. Ҳара иҿоуи ус дыҟами, абаахижәарашәа игәы инаанаго, лымшарак ыҟоуп ҳәа акәӡамкәаны, ишԥалымҵуеи, ишԥаҟам ҳәа иахәҭоуп иҟазароуп ҳәа уаҩы данхәыцуа. Уаҩы данҿо ҳара нас усҟан рыцҳарақәеи амчымхарақәеи иҟаз уиаҟара иаҳбарҭаӡамызт, ларгьы ҽԥныҳәақәак нлаҳҭозаҟан. Аха ашьҭахьтәи ахҭысқәа еиҳарак абри амилаҭ хақәиҭратә қәԥараҿы иаҳнарбеит Марина дшаԥхьагылаҩыз. Ҳара аҿарацәа лара акыр дҳаиҳабын, аҿарацәа дҳалагыланы ажәак ҳәатәызар лакәын ҳазхәаԥшуаз, Марина илҳәари, Марина лхы шԥамҩаԥылгари, џьара еиҿцәажәара цома, анҭыҵынтәи шьоук аама, амилаҭ еилыргара азыҳәан Марина лажәа есқьынагьы ахәҳаракын акраҵанакуан. Убриаҟара Марина лыхаара, лыуаҩра, еиҳарак лпатриотизм са сгәаҿы инхеит. Уи адагь даҽакала изыҟалаӡомызт. Избанда Марина лаб длырԥхашьо зныкгьы ҟамлеит. Лаб иԥҳара иашаҵәҟьаны иналыгӡеит, амилаҭ рганахьалагьы, лыԥсҭазаара шымҩаԥысыз алагьы. В 70-е, 80-е годы – это годы расцвета творчества Марины Эшба. Она завершает работу над Гудаутским мемориалом, который посвящен памяти павшим в Отечественной войне. Архитектурно-скульптурный комплекс они завершают работу вместе с архитектором Тамарой Лакарба. И в 1984 году мемориал был удостоен государственной премии имени Дмитрия Кули. Уже в 1990 году в честь 45-летия Победы открывается крупнейший мемориальный комплекс в Абхазии. Площадь более 400 квадратных метров. Он расположен в селе Лыхны. Над этим комплексом долгое время работает Марина Эшба и московский скульптор Вера Акимушкина. Скульптурно-архитектурный комплекс выполнен в стиле исторической картины. Это один из самых больших памятников Марины Эшба в Абхазии. Это очень большая работа и была очень ответственна для нее. Там был конкурс объявлен, Гена принимал участие, она, а я уже был студентом академии, я приехал летом,
И она, когда мы с ней увиделись, мне сказала: прими участие на этот конкурс. Там я разработал эскиз, привез, я ей показал. Удивительно, она сама принимала участие. Я, говорит, за твою работу буду голосовать. Я знаю, что его не пропустят. Многолицевой такой. Для нее это слишком монументально было. Трудно было. Он вписался хорошо на Лыхненской площади, рядом с памятником выдающегося абхазского деятеля Георгия Алексеевича Дзидзари. Вот эти памятники, и Гудаутский, и Лыхненский, я когда-то утверждал как председатель монументальной комиссии по правительству Абхазии. Были споры, были разные, Гудаутский памятник, Лыхненский, были и другие работы, да и Гудаутский памятник, но ее работы взяли верховенство. Почему я об этом говорю? Все-таки она при жизни установила себе памятник, сделала все, чтобы ее имя было, одной из знаменитых. В 80-е годы Марина Ефремовна берется за самую сложную работу в своей жизни – памятник Ефрему Эшпа. С одной стороны, это ее отец, с другой стороны, выдающийся государственный деятель. И даже здесь Марина Ефремовна идет не совсем привычным путем и смело использует новаторские приемы скульптуры. Открытие памятника все ждали с нетерпением, но больше всего волновалась она сама. Ефрем Эшпа расстрелян дважды, скажет Марина Ефремовна, увидев памятник сразу после войны в Абхазии. Она категорически против реставрации и считала, что следы от пуль – это тоже память о тех событиях, которые нельзя забывать. Конечно, нас познакомила Нелли, рожденная Эшпа. Она приходила на спектакли, тоже величайшей женщине, режиссер, можно сказать, в ее эпоху это был ренессанс абхазского театра. И, конечно же, мне было так лестно, что вот, Нелли Рожденовны я играла, и она приходила, естественно, на эти спектакли. Она как-то так сказала: вот надо вас ваять. Видимо, меня ваять было удобно, потому что все отмечали мой греко-римский тип лица. Помимо Марины Ефремовны, я вот вспоминаю, что многие художники наши меня хотели ваять, в том числе недоконченная работа тоже знаменитейшего нашего художника и скульптора Виталия Лакарба. Хотел ваять еще один грузинский Чохонелидзе, скульптор. Но так случилось, что я вообще по своей натуре человек, можно сказать, стеснительный. На тот момент я была молодой, и как-то это, конечно, мне льстило, но с другой стороны, я, конечно, стеснялась всего этого. Как это сесть и позировать? На тот момент не случилось, но была война. Именно здесь, в 1996 году, в Центральном выставочном зале Союза художников пройдет ее последняя персональная выставка. Марина Эшпа сразу после войны принимается за работу. Для нее это очень сложно – вернуться к своему обычному ритму. Вокруг разруха, горе. Тяжелое послевоенное время, нет материалов, но работа стала для нее настоящим спасением. Именно в этот период она создает одну из своих известных работ – портрет матери воина. Эта работа, ныне утраченная, но полюбившаяся многим посетителям, была представлена впервые здесь, в 1996 году, в Центральном выставочном зале. Вы знаете, что помимо меня очень многие матери, тысячами матерей, которые потеряли своих сыновей. Это была страшная трагедия, которую мы
пережили и отголоски которого мы еще переживаем. И вот после войны, это было в 95-м году, по проспекту Мира я еще была в глубоком трауре. Но все, кто нас встречал, конечно, мы обнимались, плакали по погибшим и вообще о той страшной войне. И так точно с Мариной Ефремовной мы обнялись. Она сочувствовала мне, я ей, естественно, слезы покатились. И вот она как-то меня обняла и сказала: Гули, а давайте, говорит, все-таки мы с вами поработаем, потому что мне нужен тип абхазской женщины. Я как-то вот даже почему-то не задумываясь о том, что будет и как будет, потому что мы говорили о трагедии, и так, собственно, так мы пришли в ее мастерскую. Но сразу она не стала работать. Ну, она показала работы некоторые. Мы поговорили о той же войне, о пережитом. Она вспоминала своего отца, о разбитом памятнике, ее рукой сделанное, пулями пробитое лицо Ефрема Эшба. И она сказала, он дважды расстрелян. И как-то вот так мы договорились встретиться. Единственное, что я ее попросила, не снимайте с меня косынку. Я даже не знала, что потом мне самой придется призвать всех матерей снять ее. Потому что пока она со мной работала, она меня тоже к этому подводила. А она говорила, что смерть ваших сыновей – это не напрасная смерть. Тысячелетиями шел наш народ вот к этой заветной цели государственности, полного суверенитета Абхазии, что за это погибали очень многие, в том числе и ее отец Ефрем Эшба. И что по погибшим такого вот рода, да, наверное, траур носить нельзя. Вот эти слова как-то тоже, знаете, повлияли на меня, наверное. Но в этот момент, когда я уже об этом говорила, я вспомнила слова и Дмитрия Щегуля, и Баграта Шингба. То есть великие люди говорили всегда об этом, а это мне Боженька подсказал. Талантливый скульптор, опытный руководитель, мастер, который создавала монументальные памятники, скульптурные портреты. Но есть грань, о которой мы знаем меньше. Здесь на юбилейной фотовыставке представлена целая серия фотографий, которая показывает большую коллекцию памятных медалей, над которыми Марина Эшба работала в 50-е, 60-е годы. В советское время в честь важных событий выпускали памятные медали. Здесь представлены настольные медали «Москва строилась», запуск первого спутника, медаль к международному конкурсу вин и многие другие. Именно с них Марина Эшба начинает свою творческую деятельность. Они приносят ей успех и признание на многих всесоюзных выставках и конкурсах. Насколько она была большим рисовальщиком. Рисовальщик это раз, и как она, вот смотрите, в данном случае эти фигуры, эту плоскость, как она фигуры компонует. Я всегда люблю, когда вижу вещь, когда сделана, доведена, вот именно рельеф, мастерство, когда видно. И это видно, насколько она легко апеллирует массами и линиями. То есть вот этим мастерством, этим вылепленной, сделанной вещью, доведенной до кондиции, до какого-то совершенства. И вот она нам показывает, ребята, куда двигаться вам надо. А если говорить, собственно, о творчестве Марины Ефремовны, конечно, все ее творчество, оно это высокопрофессиональное, наполненное духом эпохи. Несомненно, это часть соцреализма, позднего соцреализма. Особо хочется отметить ее медали, посвященные Некрасову,
Они в разных материалах сделаны. Разным революционным событиям есть медали, посвященные вооруженным силам. Конечно, медаль надо понимать, что медаль, поскольку она производится на государственных монетных дворах, вот, как правило, а в советском случае только на государственных монетных дворах производились медали, они не могли быть каким-то андеграундом. Это они должны были работать в рамках той идеи, которая доминировала в советском обществе. Вот. Естественно, здесь были определенные ограничения, но тем не менее замечательные памятники остались для нас, в том числе работы Марины Ефремовны. Естественно, это часть именно настольной медали, это часть нумизматической традиции. К сожалению, у нас в коллекции пока не представлены медали работы Марины Ефремовны, потому что, в общем, наш основной профиль – это все-таки денежные знаки. Вот. Но, тем не менее, несколько настольных медалей, связанных с Абхазией, у нас в коллекции есть. Вот. И мы постараемся каким-то образом эту нишу тоже восполнить, потому что не так у нас много художников, которые трудились на этом направлении. Памятные медали советского периода сегодня представляют ценность. Работы Марины Эшпа как медальера можно увидеть в нумизматических коллекциях, музеях за пределами Абхазии. Мы очень надеемся, что очень скоро здесь, в Музее Банка Абхазии, появится одна из памятных медалей, и мы сможем увидеть работу Марины Эшпа здесь, в коллекции Музея Банка Абхазии. Другие ее работы можно увидеть в нумизматических коллекциях, музеях России и других стран. Яхава Жанзе Марина Илукнаго Аджич Яхзимвитис. Лари Илукнаго Уя уже дочекала его цоха лыз кутапахео лныш интереса лилухто баларшага хаяк хазахамыргыладис. Я после нее, честно говоря, не знаю никого, который мог бы похвастаться, что-то вот такое сделанное после нее. Ну, продолжается, союз существует, да, но отношение к ней, какое было, ни у кого из всех председателей не было ни с кем. Такое положительное, уважительное отношение. Да, вот Сергей Габель, тоже к нему вот, было очень теплое отношение, когда Борис Викторович был. Он много тоже помогал ему, для Союза делали, да. Но при Марине совершенно другая, она утонченная, тонкая, внимательная, понимая, что необходимо делать для развития. Она и особенно для молодежи. Вот она понимала будущее, что развивалось наше изобразительное искусство, необходимо воспитать. Вот этим она и занималась. Марина Эшпа прожила насыщенную, долгую творческую жизнь. В ее жизни было все: испытания, сложности, открытия, достижения, блестящие победы. Она состоялась как признанный мастер, как опытный руководитель, яркий общественный деятель. Но лучшая память о скульпторе – это ее работы, которые входят в золотой фонд абхазского искусства.